Да. Я занимался 12 лет в разработке и специализируюсь на высоконагруженных системах с высокой нагрузкой и работал в инфраструктурной команде Яндекса. Также преподавал курс безопасности. Прежде чем начнем, хочу поведать вам предысторию. Мы нас с Серегой устроили на задачу внутреннюю в команде в R&D для того, чтобы нужно было перевести инфраструктуру продуктовой деятельности в Царке с дорогостоящих Амазонов на собственное приватное облако в Hetzner. Начали изучать проблему, общаться с продуктовыми командами и, исходя из их болей и исходя из требований бизнеса, сформировалась задача создать решение, которое использует эффективно ресурсы облачные, предоставляет изолированную среду для разработчиков, чтобы они могли сами непосредственно деплоить свои сервисы, разворачивать их, тестировать, при этом не имея дела с инфраструктурой, как там в том же IaaS, Амазоне. И разработчик также должен иметь доступ к сервису, то есть полностью владеть сервисом в бою, это смотреть логи, дебажить, а также видеть всю конфигурацию, с которой она запущена. Собрав все эти требования, мы прошерстили рынок и пришли к выводу, что такого open-source решения не было, поэтому решили делать сами. Запилили POC на Terraform, сделали на базе Nomad, отправили разработчикам, собрали фидбэк, допилили, добавили UI, снова отправили, собрали фидбэк и получили Bolt Pro. Bolt Pro. Сейчас мы покажем, как можно его использовать для типовых задач разработчиков. И заранее хочу сразу прояснить, что такое, чем не является Bolt. Это не cloud-провайдер в классическом понимании, то есть это не IaaS. Это не мы не заменяем CI/CD в разработке, то есть эти процессы не ломаются, также остаются такими же, какие у вас в команде привычные инструменты есть для этого. И это точно не хостинг. Bolt — это в первую очередь платформа для деплоя, это про application layer, в отличие от infrastructure layer. И Bolt делает фокус на developer experience. Так, это вот. Теперь можно ознакомиться с программой, которую мы сейчас будем проводить. Первое, что будет делаться, это мы регистрируемся в платформе, затем деплоим open source Alamo модельку уже в проекте. Пишем свое приложение поверх интерфейс, который будем тоже паблишить в интернет. И использовать в дальнейшем Ajax для того, чтобы можно было деплоить continuously. Так, ну теперь уже начнем. Передаю Сереге микрофон. И, ребят, кто с ноутбуками, пожалуйста, проходите, регистрируйтесь, аккаунты. Сейчас все здесь с ноутбуком? Или у кого-то ноутбука нет? Но кто хочет поучаствовать в воркшопе? Просто можно объединяться, например, в группы. Можете либо смотреть, вот, но интереснее будет, если прям потрогаете ручками. Мы сейчас совместно с вами развернем здесь проект. Вот, поэтому можно будет присоединяться к тем, у кого есть ноутбук с собой.
видно. Сейчас пока можете перейти на сайт Bolt Pro и зарегистрироваться, кто хочет поучаствовать. Что нужно сделать? Нажать кнопку Start for Free. Да, я уже зашел в аккаунт. Давай открою в инкогнито. И здесь Bolt Pro. Start for Free. Вот. Да, и зарегистрироваться. Нужна почта и придумать пароль. После этого создастся аккаунт. Сразу тут уже звучали вопрос, нужно ли привязывать карту. Нет, для вебинара карта будет не нужна. После регистрации будет создана машинка в облаке Bolt Pro, на которой мы будем проводить все действия, а я параллельно вместе с вами. Окей. Если, кстати, кто будет не успевать, можете говорить, что нужно еще время. Вот. Или если понадобится какая-то помощь, сможем объяснить поподробнее. Ну что ж, приступим. Начну с того, что после регистрации в систему попадаю в пустой кабинет, и у меня здесь сказано, что нет проекта. Создадим наше приложение для вебинара, которое будет называться Webinar App, например. Здесь проекты — это каталог приложений, которые будут развернуты на платформе. И у каждого есть какое-то состояние. Так как мы проект только создали, никогда не запускали, он сейчас находится в режиме драфт. Может мелко быть, я чуть увеличу масштаб. Драфт. Переходим в проект, и что здесь видим? Пока у нас не создано никаких сервисов, нет соединений из интернета до этих сервисов. Видим квоты, которые доступны. Кстати, сейчас всем пользователям, кто пришел на вебинар, мы даем на триале машинки с 16 гигабайтами, чтобы можно было развернуть, и они у вас будут доступны всю неделю, чтобы можно было какие-то свои идеи опробовать, проверить. Если дальше вы захотите оставаться на болте, проекты останутся, можете дальше развивать. Если нет, то машинки через неделю будут удалены. Так, мы начнем с разворачивания AI-модели Llama 3.1. Кто-нибудь работал с нейросетками, знает, что такое Llama. Да, вот. Есть люди, которые уже сталкивались. Для тех, кто не сталкивался, скажу вкратце, это как будто собственный чат GPT, который будет крутиться в вашем облаке, который можете тюнить как угодно, там, убирать цензурирование, подстраивать предварительные промпты. Пока просто запустим модель. Что нужно сделать? Нажать «Добавить сервис», и его название, например, будет Llama. Это как раз API-шка, которая будет предоставлять этот интерфейс. Docker Image Llama можно найти на самом Docker Hub. Это Docker Hub Llama. Ведет на страничку проекта, и мы видим, что он называется Llama. Как если бы мы скачивали с Docker Image, его указываем здесь на платформе. Llama/Llama. Галочка Private Image служит, если мы хотим стянуть имидж со своего приватного репозитория, то и нам нужно предоставить какие-то к нему доп-креды, можем включить галку. В нашем случае это не нужно, мы скачиваем с публичного. С Git нету интеграции, но именно сегодня я покажу, как можно сейчас работать и более того, не просто как с GitHub проект развернуть, а как включить полноценную CD-шку, так что мы будем в GitHub изменять приложение, и оно автоматом будет сразу деплоиться новой версией на платформу.
И по ссылке уже сразу будут видны изменения. Так, мы добавили Olama. Сейчас включу свои шпаргалки. Да. У API Olama существует volume root Olama. Что такое volume? Это папки внутри, которые будут персистентные при перезапусках контейнера. Если наше приложение умрет, перезапустится, мы выпускаем новую версию, все, что остается в этих папках, между изменениями версиями будет всегда постоянным. Это, например, для баз данных runtime, который она генерит состояние, какие-нибудь файлы, логи, которые приложение пишет. В случае Olama все скачиваемые модели оно хранит в папке root.olama. Добавил сервис. Далее. Пока вроде бы достаточно. Попробуем его стартануть, но сначала увеличим квоты. Olama довольно прожорливо. Тем более мы будем разворачивать модельку, хоть и маленькую Llama 3.1, но она потребляет 8 гигабайт оперативки, поэтому на всякий случай поставим 12 RAM и 12 ГГц процессора. Значения здесь указываются в мегабайтах, соответственно, для памяти, и мегагерцах для проца. Так, применили изменениями. Здесь мы видим сверху, что у нас использование квот прибавилось. Видно, что мы где-то 2/3 сейчас юзаем только контейнером Olama, потому что он довольно жирненький. И попробуем пока только его запустить и посмотреть, что происходит. У нас появился статус pending, значит, что-то работает. Сейчас в фоне скачивается сам Docker Image и будет стартовать сам сервис. Как только он стартанет, он перейдет в состояние running. Снизу кнопочку Run Project, она изначально зеленая, после этого меняется на кнопку Store. Command line самого контейнера, да, он сейчас будет. Да, вот как раз вот кнопочки это открыть терминал и открыть логи. Но так как она сейчас скачивается, почему сейчас у нас pending может занимать длительное время? Потому что сам имидж объемный и в фоне происходит его скачивание. Можно. Пообновляю страничку. Он pending. Обычно в среднем где-то на тестах, я смотрел, это занимает минуту. Все нормально? Можете показать еще, пожалуйста, Да, смотри, пока качается. Volumes /root/.olama. Да. Кстати, тут Olama с двумя L. Да. Что в названии имиджа, да, 2L, что в названии контейнера. Вот тут, кстати, этот имидж указан вот на страничке Docker Hub. /roots Olama. Там все в порядке. Угу. Так. Тут он pending. Кого-то получилось запустить пока? О, он уже раннинг или еще? О, даже в раннинг перешел. Возможно, да. Я тут смотрю, я, наверное, сейчас быстренько создам новый аккаунт, потому что это как раз я все проверял на своем тестовом. И чтобы все было... он у меня даже сейчас тоже вот раннинг. Только захотел новый аккаунт создать, а он и у меня скачался. Так, про терминал, да, был вопрос, как открыть терминал и посмотреть, что внутри. Иконочка терминала, вот, это первое, она как раз позволит запустить терминал внутри, и можно будет выполнять команды, как в обычной Linux-системе. Стартует либо bash, если он есть внутри контейнера, либо sh, если не обнаруживается bash. И для Olama, что нам нужно?
нам нужно именно скачать модель Llama 3.1. Я сейчас увеличу команду. Так, вводим Llama run Llama 3.1. Так. Можно пока приступать. Ладно. Если что, я команду еще смогу вам показать на скачивание. Да, и мы видим прям ответ из самого имиджа. Здесь у нас что? Стягивается манифест, и дальше уже качаются его файлы. Сама моделька весит, да, сколько точно не знаю, может, кто именно работал с ними, может сказать, но когда я прямо ее скачивал себе локально, там что-то около 8 гигов. Ну и, соответственно, вся она размещается в оперативную память при ране. Здесь мы скачиваем, что это происходит, прямо уже внутри контейнера скачивается файл в ту папку root.llama, которую мы подмонтировали. Так. А почему может сервис не запускаться? Могу, да, подойти посмотреть, пока здесь качается. У кого-то еще не запускается? Так, тут запустилось уже, в терминал заходит, да. Сейчас проверим. С записчиком посмотрим. Так. Он failed, отлично. Он говорит, что он запустился, но что-то ему не нравится. Давай перейдем в Image Settings. Llama. Угу. Так, тут не нравится. Но можно посмотреть логи, logs. Ага. И в логе даже не пишет. Интересно, обычно он спамил в логе активно. Так, гайд. Да, все верно, но это нам позже понадобится. Попробую его остановить. Сейчас еще раз перепроверю, что image написано у нас правильно. Llama/Llama. Да, все верно. Save. Volume root Llama. Да, все правильно. Файлы, environment и service settings. Ага, давай попробую еще раз стартану. Сейчас Даже не меняется. Он даже на пендинг не переходит. Я вообще никогда не видел пендинга ни разу. Что-то другое. Да, что-то другое. О, и сразу failed. Давай сейчас я попробую поставить. Ты его назвал Test Project 954. Сейчас еще пока вернемся. Интересно, кстати, разобрать. А у кого-нибудь уже есть такое, что он стартанул, но failed состояние? Нет? Ладно, пусти. Посмотри в логе, там у него? Да, он failed переходит. Типа сети? Что нужно? Подождать? Подождать. Так он уже долго ждет. Ладно. Так. Попробуй удалить проект и заново его создай. В новый он тоже упадет. Сам проект, да. На странице проектов, да, попробуй delete. Угу. Так. Тут за это время уже скачалась моделька. Верифицируется дайджест. Success. Угу. Так, здесь можно уже выйти. Там у нее buy. Можно просто закрыть терминал и в логах, да, видеть именно логи, которые происходили. Угу.
Это как раз внутреннее обращение. Дальше. Она у нас внутри работает. Можно попытаться обратиться внутри curl Alama 1.1. У нас курла нет. Вигет есть внутри контейнера, и вигета нету. Внутри контейнера мы проверить не можем, но мы можем создать рядом еще один сервис. И это на этот раз будет OpenWebUI. Я сейчас увеличу ссылку, чтобы было видно. Это название контейнера, который мы сейчас нажмем Add Service, и еще один контейнер рядом создадим. Это как раз веб-интерфейс для моделек, который пародирует полностью интерфейс ChatGPT, и можно оттуда прямо с браузера общаться с системой. Назовем его OpenWebUI. Название нужно нам, чтобы потом идентифицировать сервисы между друг с другом, между ними. Может, просто еще раз название? Название? Да, конечно, вот оно. Docker Image, вот это, да? Да, это Docker Image. Так, его на Docker Hub надо найти, да? Он не на Docker Hub, если я прям открою, он у GitHub, кажется, в GitHub репозитории хранится. Можно OpenWebUI, Docker Image. Docker Image. Так, это другой, это не тот OpenWebUI, что мы ищем. Вот оно. Вот есть страничка Docs OpenWebUI, и здесь как раз можно с командой его скопировать. Вот. Либо я еще раз на экране оставлю. Да. Запустилось? Да. Получилось новый проект создать, кстати? Создал, не работает. Не работает? Говоришь, запустился. Нет, уже пендинг. Пендинг? Ну, сначала тоже зафейлился, потом пару раз сохранил, перезапустил. Ну, интересно, кстати, посмотреть. Потом еще посмотрим, что с аккаунтом, потому что негативный результат тоже результат, нам важны все мнения, и это как раз повод, чтобы улучшать. Значит, что-то мы не учли. Но это не значит, что мы так оставим. Разберемся. Так, здесь что? Я хотел прибавить ресурсов для этого контейнера. Поставлю 2 гига оперативки и 2 CPU. Хотя 2 ему жирно будет, это всего лишь веб-интерфейс. Оставлю 1 гигабайт. Так, пока все до этого шага дошли. Можно строку с Ayama Run. Ага, да, отлично. Так, он у тебя уже стартанул, зашел в терминал? Все, здорово. Вот. Угу. Запустилось? Все. Так. Здесь мы прибавили квот и укажем ему environment перемену, по какому пути искать саму модельку Ollama. Это в environments. Это переменные. Environments — это обычные переменные окружения. Те, кто работал с Linux-системами, спокойно уже узнают платформы, либо даже вот кто поднимал руку, кто работал с моделями, обычно там при старте там Python скриптов, мы обычно там передаем ему какие-то параметры, там, где искать конфиги, какие-то мелкие тюнинги. Вот. И у OpenWebUI это как раз где нам искать Ollama. Пропишем ее адрес. Ollama и порт. Почему я здесь указал домен Ollama? Это как раз доменные имена сервисов, которые вот можно отсюда скопировать, по которым сервисы друг друга обнаруживают.
то есть сервис Discovery. Если мы хотим выдать другой хостнейм для сервиса, можно его поменять в настройках. Мы оставили Alama и порт, на котором работает сервис. Вот. И вроде бы все. Сейчас интересный момент. Если я применю изменения, у меня сервис еще работать не будет. С него я к Alama обратиться не смогу. Вот. Это можно даже показать сразу. Почему так происходит? Все сервисы для безопасности поднимаются в режиме Zero Trust, что сервисы не доверяют друг другу, и в приватной сети мы изолированы нашим контейнером. Для того, чтобы можно было с одного контейнера ходить непосредственно в другой, нужно прям создать соединение, прям буквально нарисовать сетевое соединение, на какой порт мы хотим обратиться. И только в данном случае контейнер будет доверять другому и сможет производить исходящие соединения. Сейчас, когда у нас стартанет OpenWebUI, я могу это продемонстрировать, отправив запросы в Ollama. Можно будет видеть, что они туда уходят, но обратно мы ответа не получаем. Они попадают в black hole. И после того, как мы нарисуем линию, у нас сразу сервис будет отвечать. То есть, например, если мы строим сложную систему, банковское приложение, и у нас есть какой-нибудь биллинг-сервис, который там работает с картами, ну, гипотетически, и мы знаем, что к нему должны ходить только определенные агенты, определенные сервисы. И там фронтенд, обычные там сервисы бэкэнда, базы данных, сервисы, которые доступны там, например, из периметра. Если злоумышленник там через фронтенд проник внутрь систему, какую-нибудь RCE-шку вывел, система доверия Zero Trust гарантирует того, что он останется только в этом периметре и не сможет получить полный доступ ко всей приватной сети. Так, я запущу здесь терминал и сделаю запрос в Ollama. Здесь curl есть? О, отлично, здесь curl есть. И мы видим, что запрос выполняется. Так, в Саше не работают стрелки. Можно будет ваш открыть. Да. Можно вопрос? А вот яму PSVR вы что добавляли? Сейчас покажу. Вот он. Да. Угу. Так, вот, я здесь выполнил команду curl вот этого вот сервиса, и видим, что мы не получаем респонса, как раз потому, что они находятся каждый в изолированном окружении. Причем сама пинги у нас, внутри нету. Вот. Но после того, как я нарисую линию на этот порт, 1.1.4.3.4. Сергей, можно вопрос? Да, конечно. Я вот увидел в терминале, мы смотрим, внутри контейнера, да, получается? Да, это только внутри контейнера, потому что каждый контейнер — это изолированное окружение, и мы root не всей системы, а только вот этого отдельного контейнера. Да, потому что мы получаем только доступ к отдельному компоненту. И обычно, когда мы развертываем большую систему, это именно маленький сервис, который разработчик писал. И если он имеет доступ к своему сервису, то под рутом он получает только к этому функционалу доступ, но не к другим компонентам. И, опять же, из-за режима Zero Trust, если, например, RCE-шкой мы попадаем только внутрь, мы попадаем в периметр этого окружения. Например, если бы мы разворачивали без облака на обычной системе, systemd-юнитами, разграничивая каждые куски, нам бы для безопасности приходилось бы под каждый юнит создавать отдельного пользователя и связывать. И здесь тоже вопрос безопасно, потому что есть человеческий фактор. Нужно держать все это в голове, контролировать, чтобы там юзеры везде совпадали, чтобы юзер не получил к другим случайным директориям файлы. А здесь, даже находясь под пользователем root, мы уже ограничены скопом. Да? А в контейнере
терминал, который сейчас запускался в контейнере онлайн, Да, это только это получается юзером. директивы юзера, а сейчас можно даже посмотреть. Пока что я сделал, я открыл соединение на порт 11434, и у нас сразу нарисовалась связь. Пока мы не применим настройки, они ходить не будут, но открываю Alama, да, видно, что здесь у нас user root, это вот терминал контейнера Alama. Это из того контейнера, получается, если, условно говоря, у меня вот контейнер, который я буду запускать, будет заведен пользователь, проводится вот от этого пользователя. Тут Никакой подмены нет. нет, подмены пользователя нету. Как имидж собран, он запускается от имени того юзера, который указан был в докер-файле. Если мы билдим, мы можем, например, указать секцию user внутри докер-файла, и тогда он при старте будет запускаться от имени пользователя, если мы терминал откроем, который был указан в той секции. Да, видим, что и OpenWebUI собран с юзером root, и контейнер Alama собран с юзером root. Обычно имеет смысл заводить несколько юзеров внутри контейнера, если у нас не поддерживается философия один процесс, один контейнер, а есть такие жирные контейнеры, в которых много всего, но это обычно такой переход, когда нам нужно какую-то legacy-систему потихоньку переводить на облако, потом мы будем разбивать. И тогда, да, в докер-файле можно создать несколько пользователей внутри. Так. Да, конечно. Да, еще раз вот покажу. Вот она строка. Можно по запросу Docker OpenWebUI найти его официальный сайт. Вот. И как раз секция установки есть вот как раз эта же строка, вот здесь конфигурация запуска. И также инструкция, что ему нужно n в переменной Alama base URL, чтобы обратиться к Alama. Так, возвращаюсь сюда. Вот, после того, как я провел линию и перезапустил приложение, открою еще раз терминал. И выполню тот же самый запрос. curl. И вот этот вот URL. О, и теперь у нас отвечается Alama is running, потому что связь есть. Получилось уже? О, отлично. Так, потихоньку мы уже почти готовы, чтобы открыть теперь интерфейс из браузера. Пока мы соединяли сервисы между друг с другом. И внутри теперь они по внутренней сетке ходят, но из интернета мы к ним до сих пор обратиться не можем. И теперь, что же это за public routes? Мы проводим связь до public routes. И так, какой порт был у OpenWebUI? И теперь мы можем прописать домен, по которому будет доступно это приложение из мира. На самом деле в домене тут мы не ограничиваем, можно писать даже google.com. И если на самом деле домен google.com принадлежит вам, то у всех пользователей по этому адресу будет открываться это приложение, которое мы сейчас только что нарисовали. Но в нашем случае, если, допустим, нет собственных доменов, которые мы не можем привязать, можно воспользоваться кнопочкой «Генерация домена». О, интересно, какое имя генерирует. Здесь мы немножко подправим, чтобы у нас не было пробелов внутри URL. Например, вебинар. Вот я укажу. Вебинар, OpenWebUI. Вот эта вот часть нужна, чтобы потом наша URL смогла смапиться на наш сервис. Это такие демо-домены, чтобы потестировать без заведения настоящего приложения из мира. Мы связь нарисовали, и вот она вот появилась. Если хочется привязать свой URL, достаточно будет у DNS-провайдера добавить запись, которая выдается. У каждого персональный IP-шник зависит от того, на какую машинку внутри попало. Вот. И указав запись, можно будет привязать свой кастомный красивый домен. Нажмем Update и Restart и подождем, когда применятся изменения.
Что сейчас происходит в фоне? В фоне для домена, который был привязан, генерится сертификат, по нему будет устанавливаться защищенное соединение, и домен также становится доступным из внешнего мира. То есть по этой ссылке здесь есть удобная кнопка «Скопировать сразу нашу ссылку в клипборд». Можно будет ее проверить из мира. Так, сначала прочекаю из терминала. О, да. Curl у нас отдал. Попробуем открыть страничку из браузера. О! И вот как раз мы видим интерфейс OpenWebUI. Это как раз новый аккаунт, который новый проект, который только что создали. И по Sign Up у OpenWebUI можно создать первого пользователя. Запомню его каким-нибудь. Тест. Кстати, важно, если хотите потом дальше модельку использовать для себя, то она доступна из внешнего мира. И если сейчас мы ведем тест-тест, то любой пользователь, найдя этот URL, сможет тоже зайти под тест-тестом. Так как я сейчас показываю для демонстрации, чтобы быстро зайти, могу указывать тест-тест. Если вы хотите прям зарегистрировать в своем персональном OpenWebUI, можете регистрироваться под своим юзернеймом. И вот я попадаю внутрь. Можно даже видно, да. Вот прям запрос. Например, что здесь? Show me code snippet прилипающего заголовка. О, модель не выбрана. Здесь сверху есть менюшка, выбери модельку. Выбираю Llama 3.1 Latest. Он сразу определил, что у нас рядом в контейнере Llama есть моделька, которую мы скачивали. Кстати, если сейчас зайти в интерфейс Llama и скачать любую другую модельку по имени, они будут доступны здесь из списка. И я, уже выбрав модельку, нажимаю Enter. Show me code snippet of website sticky header in CSS. И у нас должны начать генерироваться данные. О, моделька прямо отвечает, даже какое-то форматирование появилось. В чем здесь интерес заключается? Отвечает нам не какой-то чат GPT в облаке, который принадлежит компании, который мы не можем сами тюнить отдельно, а прям отвечает моделька Llama, которая внутри контейнера Llama, и уже дополнительно ее тюня, передавая конфигурационные параметры, какие-то предзапросы, можно ее настроить там на генерацию всяких интересных вещей. Либо писать поверх нее какое-то там свое приложение, что мы, кстати, сейчас и продемонстрируем. Так, получилось у кого-нибудь дойти до этого шага? О, тоже круто, здорово. Так, как тут дела? Получилось? Так. Медленно работает. Медленно. Да, почему медленно? Сейчас у нас... Да, машинки на CPU. Дальше мы планируем предоставлять также и GPU-инстансы, потому что скорость выполнения машинки зависит от того, на чем она выполняется, CPU или GPU-юниты. И после того, как у нас появятся GPU-провайдеры, то кейс, например, запуска моделек и обучения моделек будет выполняться намного быстрее. Вот. Либо даже на CPU мы тестировали, если это прям очень сейчас нужный кейс, можно увеличить частоту процессора, дать больше квот на процессор и поставить, например, не 12 ГГц. Кстати, стоит обратить внимание, 12 ГГц это не означает одно ядро по 12 ГГц. Он просто выдаст столько ядер, что в совокупной мощности это было именно такой герцовки. Вот. Но по запросу, если нужно, мы можем какую-то дополнительную конфигурацию даже сейчас добавить персонально, обсчитать. И до введения даже публичных GPU тарифов, там, если нужно для работы, такие конфигурации выдать. Окей. Мы запустили OpenWebUI, оно у нас работает. Где мы сейчас? Мы сейчас уже почти на пути того, чтобы развернуть какое-то наше кастомное приложение, свое, которое будет использовать модельку. И для этого я вам сейчас дам ссылку на репозиторий, хотя чуть позже. Так, вернусь обратно на Bolt.
Вот как раз. Я сейчас хочу что-то развернуть из GitHub. Допустим, я не хочу собирать Docker Image, либо не знаю, как их собирать, но вот я освоил GitHub, либо хочу какое-то готовое приложение развернуть. Что мне делать? И вот мы создадим наш сервис app, который будет, например, написан на Python. И запускаем обычный runtime, контейнер, который содержит только Python и ничего больше внутри. И мы выберем версию Python 3.9. Нажимаем Add Service. Угу. И контейнер у нас добавился. Дальше в настройках мы ему увеличим также параметров. 1000. И в команде запуска, что важно, передаем Sleep Infinity. Из-за того, что это докер-контейнеры, если мы запустим просто обычный Python без нагрузки, он у нас запустится и сразу завершится, потому что мы ему не передали никакой скрипт выполнить. Здесь это небольшой хак. На подготовительных работах мы ему передаем команду Sleep Infinity, чтобы он запустился и дал нам возможность воспользоваться терминалом, не завершался сразу. Сохраню настройки и зарестарчу проект. Так, проект запускается. Можно будет его сразу соединить с Оламой по тому же самому порту 1.1.3.4.3. Ой, я не тот порт указал, да. 4.3.4. Так. Пока он скачивается, мы можем дополнительно ему параметры задать для следующей версии. Volume root local. Это как раз, чтобы наши глобальные пакеты между перезапусками сохранялись. И пока скопирую команду. Дальше. Он у нас скачан. Применю новые изменения. Что я здесь применил? Добавил volume root local. В команде прописал Sleep Infinity. А там точка local у вас? Да, точка local. Для тех, кто уже работал с Python, это знает, что это директория, в которой .local хранит глобальные пакеты. Если мы pip это пакетный менеджер в Python, запускаем с флагом юзера, что сохранять пакеты в директории, в пользовательской директории. Вот. После того, как мы его запустили, можно будет установить сервисы в FastAPI стандарт. Стоит обратить внимание, здесь не стандарт с T на конце, а стандарт с D на конце. Это пакет, который предоставляет веб-сервер FastAPI в Python. И Olama — это библиотечка для Python, чтобы можно было удобно делать запросы. Запускаю команду. Угу. И у нас начали стягиваться пакеты. Да, он стягивает как сами пакеты, так и зависимости их. И сохраняет в директорию .local пользователя. Опять же, так, все, пакеты скачались. Мы теперь можем сканировать репозиторий. И я на экране покажу ссылку на репозиторий. Вот он.
который мы будем сегодня разворачивать. Pip install, да, конечно, она... Вот она. Есть файлы. А400 это что? Так. Если нужно будет вернуться снова к репозиторию, то потом еще покажу ссылку. Пока пойдем дальше. Склонирую ссылку на GitHub репозиторий. Вот я его открыл на экране, название SMA System Build Workshop KHS 2024. Можно по этому пути его открыть и сканировать внутрь. Я пока запущу внутри болта. В том же самом контейнере, контейнер app, выполняю git clone репозитория и видим, что он склонировался в папку app. Да, и видим файлы. Кстати, что здесь я забыл? Я забыл подмонтировать папку app. Поэтому, если я сейчас перезапущу наш контейнер, можно это продемонстрировать. Я остановлю проект и снова запущу. У нас пакеты останутся, но приложение из папки app исчезнет, потому что это не персистивная директория. ls root.local показывает внутри, что у нас пакеты создались. ls app показывает, что приложение есть. Я рестарчу проект. Старт-стоп. У нас постепенно статусы меняются на complete и running. И в этот сервис уже можно зайти. И снова посмотрим директории. Как я говорил, ls root.local файлы сохранит. Да, видим, bin и lib остались. А ls app, да, такой директории даже нет. Файлы потерлись, потому что мы не подмонтировали этот volume. Что ж, пропишем в волюмах сохранить папку /app и сохранить изменения. Save. Здорово. Делаем рестарт, чтобы применить настройки. Мы должны гитфон app сделать, да? Да, чтобы создалась директория app. Но перед этим важно, чтобы volume у нас был персистентный. Иначе, как я показал, дальше при перезапусках у нас приложение удалится. Чтобы мы эту директорию создали внутри и при изменениях новых версий все файлы также оставались, я ее добавил в список volumes. Так, ну и, соответственно, еще раз запускаю команду git clone. Так, лучше, если переводит в bash, запустить команду SH, потому что bash не позволяет копировать значения. Так, git clone, репозитория, клонится снова в app. Все, данные у нас остались. Что же это за приложенька? Здесь я стартую обычный веб-сервер, в котором в Olam передаю предварительный запрос в начале и дальше передаю наши данные. И рядом обычный HTML-файлик, который дает веб-интерфейс для нашего приложения. Выведем его сначала до вывода в мир, попробуем запустить.
Все. Теперь можно сначала проверить внутри, Ребята, что он у кого работает. проблемы с пулингом Оламы, с запуском контейнеров? Ребята? Так. Вы прям в терминале даете команду, да? Это я сейчас тестовал проверить, что мы сделали все правильно. Если на данном шаге у нас команда запуска работает, я ее покажу на экране сейчас отдельно. Вот. Если у нас в терминале теперь эта команда стартует веб-сервер, как у меня сейчас получилось, то мы на верном этапе. Получилось дойти до сюда? Да, давай проверим. А если ее как в ритме запихать? Вот эту команду, да, отличная идея. Давай. Да, я в репозитории. Да, можно, кстати, да, сейчас. Ага, да. Я вот всю вот эту вот шпаргалку, которая у меня, также в ритме добавлю. Да. Так. Потому что мы сейчас классно отдыхать. Да, конечно. Здорово. Я прямо здесь с браузера его отредактирую и добавлю вот эти шаги. Спасибо. Классно. Тут единственное, без форматирования, но ничего страшного, что перстки слетело в Markdown. Да, главное, команды остались, и вот команда, про которую я говорю, она, соответственно, вот, я на экране выделил. Запустилось внутри? Нет, не стартует? Получается, вы вольно создали просто ап. Да, давай я сейчас еще открою сервис, проверь, что в волюмах указано root local и /app, так? Угу. Токер можете зайти. Ну, в сам терминал сервиса. В сам терминал сервиса. Угу. И здесь я сначала выполнил команду pip install, и должны были здесь поставиться пакеты. В ап зайти. Куда? App, /app. Она содержит файлы из Git репозитория. Такая сейчас картинка на экране? Если картинка не такая, можешь перейти в директорию выше, да, удалить директорию app. Если она уже подмонтирована, просто так удалить не получится. Нужно в нее перейти. И удалить все файлы внутри. rmrf, звездочка. Проверяю. Директория пустая. Перемещаюсь на шаг назад и снова выполняю команду склонировать репозиторий. Git clone. И после этого lslag app покажет наши файлы. Сейчас директория в текущем, да, виде. Вот я могу увеличить сейчас на экране. Все, и теперь даже приложение стартануло, и у нас... А это вот как раз команда в репозитории, меня попросили добавить все шаги, и вот она команда в readme можно скопировать. Там есть режим RAW. Да, я сейчас... да, в RAW, кстати, гораздо будет удобней. Прямо отсюда. Вот ее выполнить. Да. Сейчас она запустила. Image OpenVBI. Так. Вот он на экране. Да.
Отправляется OpenVBA что делает? Или наше приложение? Это обычное приложение, которое использует модельку. Я тут написал маленький сервис, который объясняет термины простыми словами. И если я сейчас запущу его в браузере, то есть также проведу связь с внешним миром, это на 8000 порт нам нужно обратиться. Кстати, после того, если мы убедились, что команда работает внутри терминала, ее можно уже прописать вместо sleep infinity. Open. И здесь мы пишем нашу команду, которую запускали ручками. Жмякаем Save Changes. И перезапуск уже должен сам его стартануть. Можно будет посмотреть по логам. Да, вот. Логи нам показывают, что стартанул проект. Вот. После того, как мы уже убедились, что приложение запущено, работает внутри, мы его соединим с внешним миром. Генерируем домен. Да, там лежит файл статики и файл самого приложения. Fastify как раздает статику, так и выполняет запросы. Так, порт мы не указали, это 8000. Save. Update and restart. Кстати, если даже сейчас нет ноутбуков, либо решили потом проверить, будет запись воркшопа, и можно будет потом уже в спокойном темпе продемонстрировать. А если нужна будет помощь, также в болте можете написать, есть прямая связь, можно будет обратиться через чат внутри. Кстати, даже... и сейчас были... Это как раз на сайте КХС уже будут опубликованы и записи докладов с главного трека, и записи воркшопов. Так, после того, как вебинар опубликовали в мире, я открываю страничку, и вот оно, вот приложение открылось. Да, это как раз маленький проект, который мы написали с нуля. Ну, как написали сейчас, это то, что лежало в сканированном репозитории. И можно будет объяснить какой-нибудь термин. Например, что такое PaaS. Да. Да. И вот здесь отмечает. То есть, здесь для воркшопа я написал упрощенный интерфейс для веб-модели, который еще дополнительно все оборачивает запросами. И можно написать, что такое там, какой-то термин, и он расскажет. Угу. Так. Окей. Это, кстати, к слову, что если у нас проект на GitHub, как его можно развернуть сейчас? Вот. А рядом у нас есть еще интересная папочка в этом проекте. Нижнее подчеркивание GitHub. Это я оставил для чего? Если вы клонировали репозиторий отсюда, кстати, да, будет лучше, если вы сейчас склонируете репозиторий для следующего шага, потому что мы будем персональные изменения публиковать. Пока получилось запустить? Отлично. Склонируй проект и в директорию app перекачай уже свой репозиторий. Так. И дальше я применю это локально.
CD Webinar App. Что в этой папке? Переименовываю директорию нижнее подчеркивание GitHub на .github. И закоммичу эти изменения. Git add .github. Git push main. Так, что он здесь мне говорит? Я какие-то изменения сделал уже удаленно. Точно. Измененный readme. Угу. Все. Угу. Так. Создадим новый коммит. Edit GitHub Action. О, не отправляет. Ладно. Переименую вас с веб-интерфейса. Нормально? Ну, нормально. О! Здесь пока Wi-Fi у нас отпал в Diamond. Подождем. Угу. Конкурент. Нет. Что-то здесь пока локально с интернетом. Это у всех сейчас Wi-Fi не работает? Угу. Так. В GitHub нельзя здесь директорию переименовать? Да. Можешь персонально подойти? Git клон. Из-за того, что Wi-Fi отключался, GitHub выдал новый IP-адрес, а возможно это кто-то с полигона сетку ломает и перехватывает все наши запросы. Так. Я пока что сделал. Да, получилось переименовать директорию. Почему-то я ее не переименовал, а сделал дубликат. Ну ладно. Нас интересует, что создался сейчас новый экшен, который сейчас синхронизирует все наши изменения с бултом. Как это работает? Если перейти в булт... Да что ж с Wi-Fi? Переключись надо. Да. Есть? Так. А здесь есть... у вас есть пароли к... Да. Wi-Fi Diamond 1 TCS. Да. И каким еще вам предоставили доступ? Только к нему. Давайте попробуем на Rixos переключиться. Он вроде без пароля. Пароль можно будет давать один
КХС как раз. Или он не работает? Один КХС, а вот как раз эта ситуация, как сейчас у меня, мне сказать, что тоже. Он отвалился? Да. А он Да. вернулся, всё, Он время от времени так моргает. Моргает? Да. Вернулся? Может, О, что-то вообще. Я бы не доверял, если... Это уже явно точно кто-то с полигона уже сертификаты нам подменяет. Что я здесь хотел продемонстрировать, что в директории Preferences у нас есть раздел AppToken. Это как раз токен, который у нас служит для связи с нашими CI-системами. Допустим, если у нас проект где-то собирается, неважно, там это мы собираем докер имидж или какие-то файлы меняем, если хотим эти изменения донести до платформы Bolt, можно скопировать отсюда токен и использовать его в запросе внутри. Я открою, что именно выполняется в нашем workflow, а дергается вот такая вот ссылка. Bolt Pro CD, webhook, в который мы передаем Project ID нашего проекта и в авторизации токен, по которому применять изменения. Флаг Apply Changes отвечает за то, что нам нужно сразу применить изменения, то есть, что как будто на болте мы бы их применили и нажали бы кнопку «Перезапустить сейчас проект». Либо пока применить, но не перезапускать вручную, что потом человечески провалидирует, что если у нас что-то произошло, финальный шаг деплоя мы все равно берем на себя, зашли в интерфейсе, посмотрели, что поменялось, и нажали «Применить изменения». И сам конфиг, который передается, это обычный конфиг в SCORE формате. Здесь для нашего проекта, где указать переменные, здесь их хорошим тоном является не указывать напрямую в конфиге, а передавать через GitHub настройки. И, соответственно, в Settings есть раздел секреты и переменные, и в Actions я могу создавать дополнительные параметры. И, например, для нашего репозитория создам новый репозиторий секрет, пока укажу Project ID, как там было. Сейчас дубликейт. Так, Project ID. Project ID можно брать из URL строки проекта. В нашем случае это 950. Так. Project ID, секрет, 950 значение. Добавляю секрет. Вот. И создам новую переменную. Так, я пока включу проектор, чтобы токен не сфоткали. Потому что как раз сейчас создаю вторую переменную, а GitHub в поле секрет передает значение почему-то сразу в открытом виде, а не прячет его за звездочками. А сейчас, после того, как сокращу, я проектор верну на место, и вы будете видеть, сколько там звездочек. Да все там видят. Так, был токен. Отлично. На полигоне, я думаю, даже сигналы HDMI могут перехватывать. Возвращаемся. Так. Да, мы создали две переменные, и они нужны нам для синхронизации. Переходим обратно в наш webhook и попробуем какие-то изменения сделать. Например, у нас в проекте, здесь на страничке написано обо всем простыми словами, поменяем в репозитории, например, на о чем-то простыми словами. Так, отредактировать и напишу о чем-то простыми словами. Нажимаю «Применить изменения».
И видим, что снова выполняется новый хук. Угу. Угу. Все, и она вроде выполнилась, да, успешно. Посмотрим MyStep. Месседжок. То есть он изменения применил. И если я обновлю страничку, если я все делал правильно, о чем-то простыми словами. То есть мы просто поменяли файл на GitHub, и автоматом у нас изменения применились на платформе. Мне передают, что сейчас скоро уже закрывается полигон, будет награждение, поэтому будем завершать наш вебинар. Если сейчас есть какие-то интересные вопросы обсудить, я еще здесь, можно будет поймать меня в кулуарах и отвечу на технические вопросы, либо по проекту. Запись, как говорил, можно будет на сайте КХС, либо в канале. Обязательно скинем. И сейчас на всякий случай пошарь наши контакты. Да, подключил. Да. Я... Так, открою. Угу. Покажем телеграм Аки, по которым с нами можно будет связаться и написать нам в телеграм. Опять же, если нужна будет помощь дальше по разворачиванию, либо какие-то вопросы про саму платформу, либо какие-то интересные моменты, можно будет дальше продолжить. Так, у тебя есть что добавить? Попрошу буквально 2,5 минуты вашего внимания. Попрошу, если хотите, просканировать QR, можете оставить. Но отложить ноутбуки, телефон и выдать буквально 2,5 минуты. Сегодня мы очень сильно прошлись по техническим деталям пульта. Я бы хотел немножечко тоже пойти, что такое пульт. Пульт – это облачная платформа, благодаря которой вы можете разворачивать, в принципе, все свои продукты, маркетинги. Зачем это все необходимо? Можете, пожалуйста, добавить некой интерактивности, понять те, кто является разработчиком. А теперь можете понять те, кто является руководителем отделов, либо, быть может, связан с менеджментской частью компании. Тоже немало. Что ж, тогда я уверен, вы сталкивались с тем, что такое разворачивать, либо же запускать свое приложение, свой продукт. Немножко вернемся в техническую сторону, и уверен, все из вас слышали про то, что такое докер. И занимаясь деплоем приложений впервые или даже в 10-й, 100-й раз, вы по-любому сталкиваетесь с различными нюансами приложений, с тем, насколько сложно бывают конфиги. Я лично видел в некоторых компаниях Big как буквально сидят целые отделы из десятков человек, которые занимаются тем, что целыми днями пишут 10-тысячные файлы с конфигами. Честно, выглядит это очень больно, но тем не менее такова наша суровая реальность. Вот. Но по итогу, как начинающий продукт или там компания может со всем этим столкнуться, как она может это выдержать? Стоит ли мне говорить о том, что найм нового человека в штат – это огромные наборные расходы на бухгалтерию, на оформление человека и на обеспечение его полноценной занятостью. К тому же найм человека с достаточным уровнем квалификации для поддержания качественной инфраструктуры – это весьма дорогое удовольствие, как и для разработчика. Как самому качественно поднять инфраструктуру? Как это можно сделать? В одного, имея базовые начальные знания, к сожалению, это едва ли возможно. И я бы даже назвал чудом, если это получается. Потому тут и может прийти на помощь наша платформа PassBoot. Boot на данный момент это одна из наших первых версий. Но поверьте, наша задача – дать возможность компаниям получить то, что другим дают десятки DevOps-инженеров. То есть, по сути, обеспечить инфраструктуру вашего продукта, при этом не выставляя за это все космические цены. На данный момент цены у нас фиксированы. У нас нет такого, что в случае перерасхода ресурсов системы вам выставят километровые счета, как на каком-нибудь Vercel и тому подобных сервисах. Ну ладно, не будем говорить, но все-таки собрались. Так вот,
что бы я хотел сказать напоследок. У каждый из вас где-то работает, где-то руководит, чем-то занимается. Я предлагаю обсудить сейчас, вот, когда закончится воркшоп, уже индивидуально, в рамках неформальной беседы, ваши кейсы. Быть может, мы сможем найти общие точки соприкосновения, в которых мы могли бы быть полезны друг другу. Я уверен, надеюсь, даже просто обсудить кейсы и заняться обменом. Мы готовы, поскольку опять мы начинающий стартап, мы готовы пойти на определенную уступку, мы готовы обсуждать индивидуальные предложения, помочь с миграцией с других областных провайдеров. В целом, помочь сделать ваш продукт, либо же улучшить уже существующий. Поэтому. Спасибо. Спасибо.